Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, иногда печалился, порой его посещали горе, испытания. Он расстался со многими любимыми. Как же он печалился? Какое у него было взаимоотношение с этим чувством? Как он обращался с теми, кто печалился? В описании посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, упоминается, что он печалился долго, но тем не менее со сподвижниками был приветливым и выражал радость. Печаль посланника, саллаллаху алейхи вассалям, была долгой и глубокой, потому что он очень беспокоился за свою общину, желая добра мусульманам. Многие из них уходят от добра из-за незнания пользы религии, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, печалился за них. Однажды, когда несли джаназу, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел это и заплакал. Это был иудей, который умер не в исламе. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, заплакал, у него спросили: «Что вызвало твои слезы, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Душа убежала в ад». Этот случай опечалил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, алейхиссаляту вассалям, расстался в этой жизни со многими любимыми людьми. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, расстался со своей любимой женой Хадиджей, которая оказывала ему немалую помощь и моральной поддержкой и своим имуществом. Простился пророк, саллаллаху алейхи вассалям, с тем, кто заботился о нем, с дядей Абу Талибом. Этот год был назван годом печали. Кроме того, у посланника, алейхиссаляту вассалям, умерли сыновья Касум, Абдулла, Ибрахим, дочери Зайнаб, Рукият, Уммуль-Кусум. Все они болели и умерли, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам их похоронил. Когда умер его сын Ибрахим, посланник, саллаллаху алейхи вассалям, видя бездыханного малыша, пролил слезы. У него спросили: «Ты плачешь?» Он ответил: «Глаза слезятся, а сердце грустит. Но мы не говорим ничего, кроме того, чем доволен наш Господь. Воистину, Ибрахим, мы опечалены разлукой с тобой». Такое состояние бывало у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в период настигшей его печали из-за разлуки с любимыми. Пророк, алейхиссаляту вассалям, обращал внимание и на состояние печали у других людей. Он успокаивал печалившихся, даже детей. Однажды он пришел к ребенку, у которого умерла птичка. Ребенок из-за этого был в печали, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его успокаивал и говорил: «О, Абу Умайр, что же сделала птичка?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучил нас в печали уповать на Аллаха и помнить, что все случается по воле Его. Аллах об этом сказал так: «Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся». Это слова терпеливых. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чувствовал сильную печаль или беспокойство, он проводил рукой по голове и бороде и говорил: «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот попечитель и хранитель». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел Умму Саляме, когда умер ее муж, сказать такие слова: «О Аллах, спаси меня в моем горе и замени это на лучшее, чем было». Аллах заменил его ей на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и она стала матерью правоверных. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучил нас великой мольбе. Это основное, что должен изучить человек из этого урока и запомнить его. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Если тот, кого постигнет беспокойство или грусть, скажет: «О Аллах, поистине, я Твой раб, и сын Твоего раба, и сын Твоей рабыни, я подвластен Тебе, решения Твои обязательны для меня, а приговор, вынесенный Тобою мне, справедлив. Я прошу Тебя каждым из Твоих имен, которым Ты сам себя назвал, или ниспослал его в книге своей, или открыл его кому-либо из сотворенных Тобой, или оставил его скрытым ото всех, кроме Тебя, сделать Коран весной моего сердца, цветом моей груди и причиной исчезновения моей грусти и прекращения моего беспокойства, то Аллах, великий и всемогущий, обязательно избавит его от скорби и заменит его печаль радостью». Люди спросили: «О посланник Аллаха, нам следует выучить эти слова?»
Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Конечно, тому, кто их услышал, следует их выучить». Теперь вы услышали эту мольбу, и вам следует выучить ее, как об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Это великая мольба, и желательно ее читать в период печали, ведь она из числа молитв посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Единственное лечебное снадобье, которое сделал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, против печали, называется ат-тальбинату. Это напиток, в котором есть пшеница или ячмень. Пшеницу варят, потом принимают этот напиток, он бывает белым. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал, что он отводит скорбь, печаль, тревогу, беспокойство. Это лекарство, которое дошло до нас от пророка, алейхиссаляту вассалям. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, предостерегал нас во время горя, печали выходить за рамки дозволенного, предостерегал от таких действий, как крики, вопли, громкий плач, разрывание на себе одежды, битье себя по лицу, поминки, неподобающие речи. Многие люди совершают такие действия, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, строго все это запретил. Каждому, кого постигло горе в этой жизни, следует вспоминать о другом горе, о разлуке с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Нет большего горя на этой земле, чем разлука с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Такое воспоминание даст нам почувствовать смысл нашей связи с посланником Аллаха, алейхиссаляту вассалям, в печали и во всех состояниях. В этом духовный смысл слов Аллаха. «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».